Здравствуйте. Вчера в Министерстве культуры произошли назначения. Отдел кинематографии назначили руководителем отдела Тимураза Таня. И также отдел креативной экономики и креативной индустрии назначили Светлану Кабунию. Вообще такие подразделения у нас, наверное, давно должны были быть. Это как бы оно нас и рекламирует, и наши курорты, и помогает развиваться и курортам, и экономике, наверное. А второй кинематограф это еще когда даже Ленин отметил, что важность кинематографа в жизни. Это очень приятное событие, с чем вас поздравляю. Начнем с кинематографа, наверное, да, у нас там какие-то начинания всегда были, там и режиссеры, там и Блоти в свое время фильмы снимал. Сергей Владиленович даже в своем интервью тоже упомянул о кинематографе, о его значимости в Абхазии, например. Да, он там сказал, что здесь снимают разные кинокомпании фильмы, но они не обозначают ее как место съемки, там оно как бы где-то в другом месте, там Монако или там, не знаю. Абхазия используется как локация. Да, как локация, да. Но он как-то сказал, что вы должны снимать свои фильмы, свои сериалы. Это тоже какой-то, наверное, импульс придало, да, хотя я думаю, что в Минкульте это давно эта тема была. Расскажите, этот как вопрос, это наверное, произошло? Больше к руководству Министерства культуры, нежели ко мне. Как это произошло? Это же не в один день, вы в курсе? Я честно вам скажу, мне просто позвонили и предложили эту должность и сказали, подумай, как ты. Что я подумал и согласился возглавить, в общем, этот отдел кинематографии. Но здесь есть ряд вопросов, которые нерешенные. И самая главная проблема заключается в том, что у нас нет ни законодательного, ни правового никакого, и запрещающего снимать кино у нас ничего запрещающего нет. Тоже нет, но чтобы регулировать кинопроцессы и создавать киноиндустрию, да, здесь в целом по стране необходимы все равно правовые формы. И поэтому, в первую очередь, цели-то у нашего отдела мы с руководством Министерства культуры обозначили. Цели наши, это значит создание, развитие, сохранение, популяризация национального кинематографа. Это первая наша основная глобальная цель. На какие средства мы это будем делать, нам пока еще, конечно же, непонятно. Однако, если честно, в моей жизни уже несколько раз так было, когда... Вы счастливый человек, вам такие звонки поступают, он привык уже к этому. Я счастливый Позвонили, человек, если честно. Пожалуйста. Насчет средств, вы знаете, да, у нас 15-метровый экран сзади, да, он во многом нам помогает, с ним, конечно, приятно работать, но если бы даже его не было бы, мы там какую-то сделали бы декорацию, все равно наша беседа с вами была бы, я думаю, немного потеряла. Бывают же фильмы, снятые в одном помещении, они даже на улицу не вышли, но очень интересные, там малобюджетные такие фильмы. Я бы не сказал, что они малобюджетные, но есть такие относительно, да, они же... Последний сериал такой вышел, «Мандалорец», он тоже был снят полностью в павильоне, и там весь павильон это экран. Я был в такого рода павильонах, к сожалению, у нас таких возможностей пока не будет, не то чтобы создать, даже арендовать такой павильон, потому что это очень дорого, но в то же время это выполняет качественную работу, можно снять хороший фильм с трюками, не заморачиваясь. Раньше это было еще дороже, еще сложнее, скажу. Да. Сегодня помогает компьютерная графика, искусственный интеллект, это все. Я думаю, что наш бизнес тоже не окажется в стороне, тоже посодействует развитию кино Абхазии. Многие снимают фильм, не будучи даже режиссером. На Берлинском кинофестивале, я 2 кинофестиваля в составе съемочной группы НТВ там работал полностью, мы оба фестиваля, но на других кинофестивалях российских тоже много ездил.
Такое там- практикуется, когда... Да, без- практикуется. Вот, без Мадонна диплома. сняла фильм. На самом деле такого рода масштабы и цели тоже перед нами, Ну да, как вот- бы они больше в мечтах, вот честно вам скажу. из Предприниматели реалий. захотели, сняли фильм. Тот же Конечно, вот но Алишер очень сложно Усманов, найти нам вот этих э, вот таких не вот знаю. Алишеров Усманов, Усмановых Прохоров тоже туда приезжал с фильмом. со своим фильмом. Да. Или у него был свой Не, режиссер? он какой-то? автором был. Автором. он Его был. идея была. А вот, допустим, Мадонна, режиссер, первый раз обозначила себя. И, кстати, сотрудник на НТВ тоже снял фильм. Он журналист. Вот, больше даже он комментатор был различных там фигурного катания, и художественной гимнастики. Ну, журналист, в общем. Тоже снял фильм, представил тоже в внеконкурсную программу. То есть развивать можно это даже как бы хорошо, когда есть режиссеры опытные, или он может взять, помогать режиссера тоже. Здесь знаете, какая ситуация? У Мадонны есть возможность снять кино. Ну, там вся королевская э, семья и помогала. Да, и тем материально. более еще и королевская семья, она без помощи королевской семьи тоже может снять. У нее есть финансы, такие возможности. Мы сейчас говорим об этом. И у нее есть также колоссальный опыт жизненный. Ну, у нее свой. Вот я Может об быть, этом. он с нашими Жизненный. нравственностями не совпадает, но у нее есть ее собственный жизненный опыт. И она может им поделиться, она так считает. Это очень важно. И да. у нее есть средства, у нее есть возможности. Что касается нашего дела, у нас пока все просто Я думаю, что приказ. Я, зная вас, надо наладить, ваши организаторские естественно. способности, я Да, думаю, да, что да. Вот, и вот донести хочется до зрителей тоже, что мы будем, во-первых, до моих коллег также хотелось бы донести до наших режиссеров, начинающих, опытных, не имеет значения, продюсеров, сценаристов. Я бы с удовольствием со всеми встретился, мы обязательно встретимся, обговорим. Я расскажу о своих как бы намерениях, планах. Ребята поделятся своими, возможно, где-то там какой-то более короткий путь найдут к реализации наших планов. Я думаю, наши планы будут совместными однозначно. То, что у нас есть внутри желания у всех создать абхазское кино и создать вообще абхазский кинематограф, кинематографию, это безусловно и внутри всех практически людей, кто имеет хоть какое-то косвенное отношение к кино, есть это чувство. Поэтому однозначно все вместе, всеми, как говорится, взяв за руки, мы будем создавать. Это что-то у нас однозначно. Тимур, у вас Насколько большой качественно, опыт, вы каждый работали в кино, там, в сериалах, там, Да. знаете, я думаю, что много режиссеров, актеров, людей, этот мир, и это тоже где-то поспособствует. Да, Вот, кстати, у надеюсь, вас да. было первое начинание, молодежный кинофестиваль, молодежный, да, вот, это года 3 назад или... Ну, по-моему, с КВН ребята вот организовывали, не помните? Это было намного раньше, был Сухумский кинофестиваль, Сухумский. да, Вот там Анну короткого. Меликян я увидел, мы с ней Да, в Берлине там, кстати, Это Тимур Кикискири организовал этот познакомились, кинофестиваль. Я считаю, что вообще шикарный был кинофестиваль, 2 года подряд проходил. Ну и в такие к в сожалению, жюри у вас такая режиссер была, я Помимо удивился. него был покойный Пускипалец, Да, там да. много было, там и наши мастера были, Фенченко Александр Владимирович. И, Так ну, что все получится у вас, я думаю, что... с Божьей будет помощью это и с здорово. вашими молитвами, я думаю, все получится. Да, ну, Светланы миссия тоже серьезная. Вот, и вот последнее ваше мероприятие видел, фестиваль «Мандарин», тоже очень яркий, такой с размахом, насыщенный. Ну, вот. Побольше бы нам таких мероприятий, вот, по содержанию тоже насыщенные, чтобы они работали, работающие. Так вот, не то, что там что-то одно показали сегодня, завтра другое, и все на этом закончилось. То есть оно как-то должно способствовать работе, вот, затягиванию. Согласна, это Оно была притягивать временная должно площадка. даже вот Да, наших это туристов. была временная площадка для как раз-таки реализации креативных индустрий среди молодежи. И хотелось бы, чтобы на постоянной основе у нас были... Вот я думаю, что данные, этот да. отдел создан для этого, Ну, я так понимаю, да, конечно, чтобы было да. много таких мероприятий массовых, интересных. Вы знаете, это И- даже больше про развитие творческого, креативного потенциала среди нашей молодежи и возможность им проявлять его где-то. И
соответственно, возможность определенных трансформаций с экономическим эффектом в долгосрочной перспективе. Если мы говорим про формирование, да, как нового сектора экономики, он был всегда, надо это просто выделить и подчеркнуть. Просто не было этой единой программы, единого подхода. И, конечно же, нормативно-правовая база на все виды деятельности, она тоже, к сожалению, отсутствует. Это большой пласт работы, который нас ждет. Также в креативной индустрии входит одно из направлений — это киноиндустрия, это аудиовизуальные представления, куда входит медиа-контент, куда входит реклама, пиар, куда входят все работники, как видеографы, фотографы, маркетологи даже, и те, кто занимаются пиаром. Частично и косвенно они задействованы в этой индустрии. И также, вот, наверное, для слушателей, которые первый раз сталкиваются, слышат такое название, как креативная экономика, ну, здесь стоит пояснить, что креативная экономика — это сектор экономики, который основан на творческом потенциале, на идеях, на инновациях и интеллектуальном капитале, который впоследствии приносит добавленную стоимость в экономику страны. И если мы говорим о развитии в Абхазии, то мировая тенденция, если мы смотрим на то, что происходит сейчас в мире, мы видим, что опережающими темпами роста именно сектор креативной экономики развивается. И если мы говорим в сравнении с другими секторами экономики, то там он показывает кратный процент роста, то есть это 45%. И там, если брать какой-то другой промышленный даже сектор, там где-то будет 3-4% прироста. И соразмерность показывает, что тенденция такой ниши, такого направления набирает обороты. И наша задача — создать возможности для молодежи, для уже имеющихся предпринимателей, творческих, народных мастеров, которые заняты в народном творчестве, да. И все это такой большой культурный пласт, основанный, базирующийся на культуре, на самобытности Абхазии. И мы хотим эти позиции укрепить и даже, можно сказать, развивать их дальше. Да. Ну да, ну, конечно же, оригинальность, эксклюзивность, ну, то, что означает креатив, да, вот это всегда имеет какую-то свою нишу, то есть, ну, как бы притягивает к тому, что ну, наша вот мандариновая задача елка, не только да, сохранить, это же да, а вот оригинально, через... вот, да, вот конечно, также и в экономике тоже есть какие-то вещи. Например, у нас можно там выращивать мангу, там, сделать вот такие сады, будут люди ходить, смотреть, там, например, вот в Сардинии я видел, есть там фламинго, да, вот хозяйство. У нас есть Лебединое озеро, там абсолютно такой же климат. Можно вот какое-то наше озеро, фламинго, они очень красивые птицы. У вас хорошие идеи. Ну, Надеюсь, вот я их ездил возьмут туда, и мне в сразу вооружение. сказали, там есть фламинго. То есть это достопримечательность, которая уже во всем мире Это, да, знают. точки притяжения, это вот совместная работа с Минтуризмом должна проводиться. Есть такая интересная задумка у нас с Министерством культуры сделать программу «Культурный город» и создать определенные точки притяжения для тех же туристов, ну, для местных жителей, куда бы стекалась молодежь по интересам, и они могли бы проводить там время. Это, в принципе, районные также креативные хабы. Креативные хабы подразумевают такие инфраструктурные единицы. Это такой основной ресурс, при помощи которого будет осуществляться вся деятельность креативной экономики. Они будут объединять креативных, творческих людей в разных направлениях. Это может быть мода, дизайн, архитектура, урбанистика, киноиндустрия. И мы закладываем в этот хаб такой интересный принцип круга ценностей. Когда один представитель одной индустрии усиливает другого представителя, и, соответственно, дизайнер графически может помочь создать логотип видеографу, видеограф может снять коллаборацию с блогером, блогер может сделать рекламу для какого-то производителя народного промысла. И таким образом будет достигнут такой мультипликативный эффект, уже не говоря о том, что внутри этого сообщества могут формироваться новые идеи, там, проведения фестивалей, проведения каких-то совместных
организационных каких-то сообществ. Чем больше как бы, мы сможем собрать творческих людей вместе, тем больше мы увидим впоследствии в долгосрочной перспективе результаты. Это могут уже быть инвестиционные вложения, как мы видим, что Абхазия становится такой этнокультурной площадкой для многих организаций. Сейчас планируется проводить некоторые фестивали, которые уже будут производиться не нашими ивентерами, не нашими местными жителями, а уже приглашенными. То есть их интересует Абхазия как площадка, у которой есть прекрасный ландшафтный ресурс. Мы говорим про море, мы говорим про горы и говорим про субтропики. Потому что такого природного богатства, то есть того потенциала, который уже заложен в Абхазии, достаточно, чтобы мы начинали развиваться в событийном туризме. У нас свыше 260 солнечных дней в году. Мы можем, соответственно, привлекать гостей на различные культурно-социальные мероприятия и вне сезона, и летом, и осенью, и зимой. И это, конечно, большой пласт работы, который нас ждет, и он должен быть совместным с городскими администрациями, с межведомственными, получается, подразделениями, и также с отделом кинематографии. И я думаю, что если будет общая единая концепция развития, мы все дружно справимся. Много неиспользованных возможностей у вас вот предстоит вам использовать, на самом деле. Даже вот по сельскому хозяйству, вот все культуры, которые мы знаем субтропические, да, вот насколько интересно нашим отдыхающим. Инжир, который люди, вот, ну, в общем-то, не видели, многие есть, не знают, что это такое, да, вот киви. Ну, вот даже в гастрономии можно устраивать В как раз Ставрополе таки начали туры, выращивать гастротуры бананы по в этим промышленных местам. масштабах, в теплицах, правда. А Я у не нас вот, знала. у меня перед домом растет банан, который, в общем-то, созревает. Его надо просто положить и один раз проверить, будет такой Ну, прям вкусный или нет. нормальных размеров. Ну, вот эти маленькие, которые продаются, вот такие груздья маленькие, вот таких размеров, он зеленый, просто там отдыхающие его срывают. А вкусные? Не, я не пробовал, надо его уже сорвать и положить, наверное, чтобы он А там отдыхающих не проверили вкусно. надо опросить их. Да, вот много у нас таких фишек, так сказать, да, вот оригинальных, которыми можно воспользоваться. Я думаю, что это большая работа вам предстоит. Вот спорт, кстати, как в это вписывается, эта сфера. Например, очень многие команды и сборные команд российские могут приезжать у нас прекрасный климат, у нас тренироваться почти круглый год. Слава богу, погода в основном у нас это позволяет делать, то есть тоже привлекать на различные турниры, может быть, любительские, там, детские. Вот если конкретно говорить о креативных индустриях, их принято разделять на 14, и туда входит гастрономия, урбанистика, дизайн, киноиндустрия, народный промысел, IT, конечно, мы не обходим стороной IT, это и киберспорт. Вот только в таком ключе киберспорта присутствует, потому что это IT-технологии. Понятно. А именно, если мы говорим о спорте, это все-таки больше Государственный комитет по делам молодежи. Ну, я и просто спорта. подумал, очень много у нас гостиниц зимой простаивает, да, и вот чем больше фестивалей мы организовываем такого уровня, на который приезжают, ну, хотя бы из России, да, вот, уже не говоря о других странах, то есть, ну, чтобы они работали, да, вот какая-то жизнь здесь У вас происходила. очень хорошие идеи. Может, мы вас возьмем Пока я внештатным бесплатно их сотрудником? раздаю. Креативный Пользуйтесь. отдел. Спасибо. Много интересного, Мы- да, я думаю, мы с вами это нужная, нормальная работа. Очень здорово, что такие отделы создали. Вернемся к Тимуразу. Что у нас может стать базой вот, нашего кинематографа? Да, безусловно, у нас были там снятые фильмы, есть что-то в архивах, но база еще вот как бы для съемок. Сейчас понятно, что мосфильмовских студий здесь не будет, но больше можем ориентироваться, наверное, на нашу локацию природную больше. Вы знаете, вот мой отдел вообще кинематографии, он развивает 3 направления. Это производство, дистрибьюция, то есть показ, и контроль над этим, над тем, что смотреть, над тем, что показывать, да, населению. И само производство, то вот сейчас, о чем вы говорили, оно ну, достаточно да, И технологичный и процесс. технологичное, но сегодня есть возможности уже достаточно другие, то есть использование ИИ, там, и можно здесь с использованием ИИ Да. там
совершить какой-то микрофильм или даже не микро, можно и макро это Ну, сделать. то есть мы без вас обойдемся. Нет, но это же организовать тоже Я надо. шучу. Это же организовать тоже надо. Дело не во мне, дело в моем отделе. Там его надо создать. И в чем суть? Надо создать хранилище действительно нормально, потому что вот сегодня, вот я буквально вчера узнал, что там Госфильмофонд Российской Федерации готов передать нам фильмы, которых мы даже не видели, которые у них находятся в архиве. И там порядка, не знаю сколько фильмов, но Это здорово. весь Главное, это чтобы у нормально, нас да. не случилось то, что С, с галереей. Да, то ну, есть это да, все будем надо надеяться на предусмотреть. лучшее, как говорится, да. Вот. И, насколько мне известно, здесь также строится хранилище общее государственное, которое будет, вот, в принципе, можно совместить. Есть вещи, которые Да, вот реально можно... картинная подходит под это тоже, там можно хранить. Это если Нет, нам нужны кинопленка. сервера, не просто Не, я помещение. про старые фильмы. Ну, вот. Не, надо на все киношке. цифровать, Ну, цифровизировать. сейчас И для того, чтобы... Госкомсвязь создает государственный сервер общий Да, я об этом и говорю. обработки Как раз. данных, так что там Там и соблюдены все хранилище условия. можно как раз туда вот ячейку там арендовать для нашего дела. И вот это что касается хранения, архивировать, то есть чтобы создать вот этот фонд наших картин, кинокартин. Что же касается создания, здесь, конечно, все посложнее, надо изыскивать средства и надо как-то мотивировать уже, хотя они и так замотивированы, наши молодые режиссеры, много идей. Ну, я по знаю, мере у ребят. поступления, думаю. Да, я думаю также, потихоньку. что будем справляться с этим. Потом, ну, действительно, есть там определенные знакомства и в высших слоях там, наших Это соседей. серьезный Да. фактор тоже во всегда. Ну, надеюсь, что мы придем к чему-нибудь там, к какой-то взаимопомощи в этом плане. А так, потому что вот в этом году подались, было несколько заявок подано на фонд ИРИ, в том числе я сам тоже подавался, как от моей компании. И вот две наши работы, Тимура Гагискири и моя, были приняты эти заявки, поэтому вот сейчас ждем мы ответ. Вполне возможно, что в этом году осенью мы приступим к съемкам 2 сериалов абхазских, имеется в виду. Ну, А то турецкие смотрим, это не правда. ну, турецкие тоже неплохие Не, сериалы. они на хорошие, самом деле, да, они но пользуются всё равно популярностью и наши среди нашего сериалы будут населения. прививать наши ценности в первую Все очередь. верно, все верно. Вот, и о войне, вот прошедшей тоже, да, вот как бы Наболевшая много книг тема написанных, отечественная. можно сделать киносценарий, там, Написано мало материала, честно вам скажу, хочется побольше. ну, там сценарист может есть это как бы хроника, расширить. да, можно, конечно, и это больная тема. но Художественные произведения есть о войне тоже, вот можете вот использовать наверняка вот в создании сценария. она с удовольствием. А какие произведения можно поинтересоваться? Ну, Джума Ахуба, вот Да, есть одна Джума книга. Ахуба, Пишут у нас люди, вот если так поинтересоваться, есть. Вы абсолютно правы о нашей войне, отечественной войне Абхазии 92-93 год необходимо просто снимать. И какие-то короткометражки там ребята снимали, и были очень хорошие работы. Ну, это что касается вот этого контента, созданного по теме войны. Ну, помимо художественных произведений, там действительно хронология этой войны сама по себе, она с драматургией подходящей там, как всю дорогу проигрывали, потом выиграли, это лучше не придумать, если честно. Поэтому и эти события просто необходимо отразить в нашей истории, чтобы наше будущее поколение и даже нынешнее молодое поколение знало о подвигах, знало о тех событиях, которые происходили в те времена. И также наше великое произведение, последнее из ушедших, наш Баграта Шинкуба, тоже такое серьезное произведение, которое хотелось бы экранизировать. Вот никто не экранизировал это произведение. Его еще никто не экранизировал. Хотя она На мой переведена на взгляд, многие языки. эта работа достаточно сложная. К ней, мне кажется, надо нам серьезно подготовиться, всем вот молодым и начинающим всем режиссерам, потому что это должно быть как бы визитная карточка, скорее всего, нашей республики. Потому что произведение само написано идеально, ну, гениально, скажем так. И оно цепляет нас всех. Нас всех, не только абхазцев, я имею в виду весь Северный Кавказ, кто эту боль как бы оценивает как свою. Более того, даже люди, которые не имеют отношения к Кавказу, читая эти слова, они проникаются этой болью.
и проникаются всем этим смыслом, который автор пытался передать и передал. То есть, и поэтому война и последние из ушедших — это темы такие достаточно... И древняя, старая история, и вот недавняя история наша. Да, Но это всё надо все делать, и надо как-то самим тоже нам подрасти, надо подготовить. Вот мы хотим сейчас подготовить здесь площадку для иностранных компаний, да, которые снимают в республике, в нашей, да, чтобы это все систематизировать. Мы хотим туда к ним представить наших начинающих специалистов, чтобы, да. чтобы Это- наладить индустрию. Вдвоем мы с Даутом Логу, скорее всего, это не осилим, поэтому нужны будут люди, естественно, специалисты. Поэтому как бы вот эта Которые сама тематика опыт представить переймут, туда да? на уровне законодательства 30% хотя бы там артистов наших и в администрацию именно площадок, туда наших специалистов, которые впоследствии там ассистентами поначалу будут работать, потом уже станут узкопрофильными специалистами. Я думаю, вот это вот наша основная сегодня задача, чтобы подготовить вот эти кадры. Надо людей все равно подтягивать из бизнеса к этому делу тоже. Особенно в Абхазии у нас средства На мой всё-таки взгляд, легче ограничены. самому заняться бизнесом, заработать и потом вложить в кино, чем... Ну, я знаю наш бизнес, да. Ну, есть ребята, которые нам помогали, это неоспоримые. Тяжело здесь. Я Николай вот по Ачба своей передаче и тоже могу Аквафон, и сказать. Амобайл, они в свое время, вот эти вот 3 компании, которые в Абхазии бедные, все время помогают всем и творчеством, и людям нуждающимся. Ну, что делать? Нам надо все вместе расти как-то. Ну вот о ближайших планах чуть расскажите. Чем вы займетесь Вот и в как вы первую видите, очередь- вот, что первым будем снимать, там, какие у нас будут фильмы, сериалы, может, какие-то уже есть, наверняка планами- сценарии, вы сказали, готовы, тоже какие-то есть. Ну, этими планами я уже практически поделился, потому что я говорил да. про тот сериал, который мы подали заявку, и заявку приняли. Уже это полдела. Ну, теперь ее рассматривают. Ну, по сути своей, мы там написали практически весь сценарий, но остались серии расписать в форме диалогов. Ну, это история о взаимоотношениях, значит, приезжего. Называется сериал «А-инвестор». А, Когда российский темщик приезжает в Абхазию и прикидывается инвестором, и вот, значит, актуальный вопрос. местные жители доверчиво верят ему, верят в то, что он готов там построить гостиницу на их участке. Но со временем все это в итоге выясняется, но за это время они успевают приобрести друг в друге друзей, скажем так, становятся близкими друг к другу. И, как ни странно, ну, вот, когда, если ложь там все разваливала, то скрытая правда, когда уже все откровенно друг другу признаются в том, что происходило, это помогает им объединиться и в итоге завершить начатое дело. Ну, если коротко, краткий синопсис. Вот такая история, да. Ну, мне, на мой взгляд, тоже очень интересно, потому что там Ну, с хорошим концом бывает же не так. с хорошим концом. Потому что после этого фильма к нам инвесторы все-таки не отвернулись к нам спиной, Да. а иногда смотрели в нашу сторону. Светлана, у вас какие первые начинания Ну, для будут? этого Вот, я и делаю, чтобы- скажем, какой-то вот следующий проект, там, фестиваль, там, праздник, не знаю, вот так вот, если поштучно начать. В целом, чтобы было понимание, вот фестиваль, да, прошел, 2-й год уже проходит, он так и будет на ежегодной основе проводиться. Это организация НОАЦЛА, социально-культурных проектов, где я являюсь директором. А сейчас работа как бы более обширная и более это такая уже другое. стратегическая, потому что сейчас стоит основополагающая задача — это провести исследования вообще по креативной индустрии, сколько и в каких направлениях людей работают, занимаются творческой деятельностью, и определить как бы их проблемы и помочь им их решать. И с точки зрения законодательной базы это надо оценить, в каком сейчас состоянии это получается лицензирование, авторские права и там, регистрация товарного знака, и все как бы в форме именно юридической. И уже исходя из данных, которые мы имеем, определить, у нас есть уже с руководством Минкульта, есть уже зачатки по работе, и есть понимание, какие направления станут локомотивами в креативных индустриях, которые наиболее как бы нам близки, наиболее нам
свойственны нашей культуре, традициям. И вот на базе, вот где культура является ядром, мы планируем выстраивать всю остальную систему. И хотелось бы увидеть, конечно, среди молодежи трансформацию нашего культурного кода в какие-то новые там инновации, в новые направления. И я думаю, что мы это увидим. Надеемся, что увидим в скором времени. И еще, что важно отметить, будет создаваться отдельно агентство по креативным индустриям, которое будет помогать в разных личных программах, акселераторах, менторских, наставнических, там, в упаковке брендов. То есть оно всячески будет помогать нашим местным сообществам укрепляться в своих позициях и творить. Конечно же, это творить, потому что это основополагающая наша задача — создавать комфортные условия, физическую площадку, разные даже физические площадки. Это и этнокультурные могут быть площадки, и арт-кластеры, где молодежь может себя проявлять. Ну да, это будет интересно и для развития молодежи. Это Да. тоже Ну и очень события важно. во многом будут зависеть от того, какие придумают они программы, какие программы мы будем рассматривать. То есть наша основная задача — создавать условия для этой молодежи, для реализации их программ. И межведомственная, конечно, коммуникация будет, и мы планируем различные проекты, которые бы, вот, как я ранее упомянула, это культурный город, создание точек притяжения для творческих индустрий, для инвесторов, которым было бы интересно провести в Пицунде или в Кварчале какой-нибудь интересный фестиваль. В зимний период, например, это оживит Абхазию. Конечно, зимний Каждое период, мероприятие. весенний, осенний. Если мы говорим про, опять же, чем богата Абхазия, природным ландшафтом, и у нас есть такой прекрасный город, где можно даже снимать готовые декорации для Да. хоррор-фильмов. И многие вот из гостей, «Сталкер которые 2». приезжают, они приезжают, Будем они, снимать. они восхищаются великолепием города Ткварчал. Да, там старые немецкие постройки и такая архитектура, завод, в общем, все как надо. Ну, все это, естественно, будет способствовать расширению нашего вот этого вот туристического сезона, так называемого. Он осенью как-то заканчивается у нас там в октябре, ноябре. У нас тут задача все-таки другая. тоже будет другая. способствовать. Да, конечно, это будет Каждое мероприятие, способствовать каждый привлечению фестиваль. туристов, Конечно. и фестивали, событийный туризм, и Если созданные ничего точки не происходит, притяжения. что тут туристу делать? но- Только на горячие источники ездить зимой больше. Это Ну, тоже креативно. Да. Ну, слава богу, есть, как бы сделали, допустим, вот тоже Чемчирская гостиница, оздоровительные центры, там бассейны с кремниевой водой, там в Самшитке есть оздоровительный центр. Но этого мало, надо побольше, чтобы всего этого было. Вот по поводу кинофестивалей здесь проводить, да, вот если бы нам удалось бы притянуть. У нас же есть друзья Абхазии, такие известные киношники и за рубежом тоже. Вот я посмотрел на этот Берлинале. В принципе, организовать этот фестиваль не так сложно. Там должно быть одно лицо, которое как бы притянет к нему внимание. И Или организационно как бы там ничего сложного нет. И это был великий праздник не только для Германии, там Берлина. То есть съезжается вся Европа смотреть эти фильмы. Там внеконкурсное кино, там 2 кинотеатра показывали, основной вот конкурсное в Берлинале. То есть это большой праздник, привлекает столько людей. Там журналистов только аккредитованных 4000 было. То есть это фантастика. То есть кинофестиваль вообще это вот для нас очень нужное дело. Я считаю, надо... У нас есть филармония, даже и наш театр. Вполне вот эти два объекта могут... В них можно провести Сегодня огромное у нас еще и в мероприятие. районах уже установлено Да. оборудование, и идет трансляция. То есть вот кинофильмов. внеконкурсные как Мы раз можем могут быть... во всей Абхазии показывать, на всю Абхазию. В Агудзере сейчас, или в Агулирипше, В Агулирипше, Дом кинотеатр. культуры. Да. В Агудзере идет ремонт пока, насколько мне известно. То есть... Это все хорошо, но у нас есть проблема наших соседей. Такого рода, когда мы вот проводили, Тимур Кискель, как я говорил, уже проводил, еще в Госкомитете, когда работал, он проводил Сухумский кинофестиваль 2 года подряд. Очень хорошо проходил этот кинофестиваль, но это были дебютные работы начинающих режиссеров со всего мира. Там были с Аргентины, с Парижа, со всего мира были режиссеры.
представь, прилетели. Понятно, что они будут мешать, вот, безусловно. Вот в этом проблема. У нас проблема в наших соседях. Ну, мы которые привыкли нам, допустим, преодолевать вот эти преграды, конечно, барьеры. привыкли, Я 33 думаю, года что преодолеваем, вот, ну, преодолеваем спокойно, с достоинством, держимся и преодолеем, дождемся мы своего однозначно. Светлана, Тимураз, спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Я думаю, ваши начинания не очень востребованы, и все у вас получится. Мы будем ждать результатов. Спасибо большое.